Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я лаборант лаборатории арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии. Расскажите о своей деятельности. Я занимаюсь тем, что смотрю, изучаю паукообразных. То есть это сюда относятся пауки, собственно говоря, относятся сальпуги, относятся скорпионы, в том числе и клещи еще, и сенокосцы, ну и другие менее известные такие такосоны. И на самом-то деле мы занимаемся тем, что учитываем, ведем учет этих беспозвоночных и, соответственно, пополняем электронную базу данных, пополняем коллекцию. Почему выбрали эту специализацию? На самом-то деле это по большей части вопрос интереса. То есть на самом-то деле эти пауки беспозвоночные, по большей части мне больше всего нравятся из всех, в принципе, живых созданий. Вот. Меня всегда интересовала живая природа, вот, поэтому изначально со школы сразу поступил на биофак, оказанный имени Аль-Фараби, и оттуда уже там уже выбрал стезю все-таки арахнолога. Почему же все-таки именно эта стезя? Просто потому что, помимо того, что мне они нравятся, во-вторых, еще они на самом-то деле малоизучены. То есть, может быть, среди именно малоизученных групп как раз-таки есть ключи, есть какие-то решения каких-то важных проблем, то есть, которые сейчас мы встречаемся, наше человечество, в принципе, в современном мире, мы испытываем вот эти вот проблемы, как социальные, в принципе, допустим, те же самые биологические проблемы, то есть проблемы медицины в первую очередь, может быть, в области арахнологии, да и не только, в принципе, может быть, еще и в других, скажем так, менее популярных областях, фундаментальной науки тем более, можно найти какие-то, скажем так, нестандартные, может быть, более эффективно пути решения вот этих проблем. Скажем, какие-нибудь лекарства от, условно говоря, рака. Почему бы и нет? Каких пауков следует опасаться в Казахстане? На данный момент в Казахстане известно порядка 1000 видов, вот, по крайней мере, зафиксировано. И из них всех следует опасаться, большей частью, только каракурта, на самом деле. Каракурт относится к роду черных вдов. Вот, на самом деле он не единственный далеко представитель этого рода у нас в Казахстане, но тем не менее. Опасен он тем, что у него яд нейронопаралитический, но при этом яд имеет белковую природу. Вообще, в принципе, яд у всех пауков, он имеет белковую природу, вот, но имеет разные действия, на самом деле. Вот, у паука, у каракурта, он нейронопаралитический. В случае укуса лучше всего прижечь 2 спичечными головками. Вот. То есть под воздействием высокой температуры яд быстро денатурирует, и большая его часть, в принципе, становится уже безвредной для самого организма человека. Но при этом необходимо в любом случае обращаться к врачу. По Казахстану нет, да и в принципе подавляющее большинство пауков, оно хоть и имеет яд, но далеко не у всех он именно токсичен для человека. То есть яд достаточно такая сложная штука. Его токсичность может зависеть от возраста, зависит от пола паука, зависит от питания того же самого. То есть здесь играет слишком много факторов, поэтому это достаточно сложный вопрос. Но тем не менее, факт в том, что большинство пауков, оно безобидно на самом деле для человека. И всегда следует помнить, что паук никогда не нанесет укус первым, на самом деле. То есть он кусает только в случае защиты, то есть в целях самозащиты. Обычно это происходит, если человек, случайно не заметив, придавливает паука себе на теле. Таким образом получает укус. И пауку на самом деле невыгодно действительно тратить яд попросту, потому что яд это, опять же, это ценный ресурс. Он нужен в первую очередь для того, чтобы добывать пищу, и потратить яд впустую, это значит для паука какое-то время голодать, чтобы пока не выработается доза какого-то определенного яда. Вот, и поэтому, в принципе, пауки никогда на человека в первую очередь не нападают. Возможен ли мир без паукообразных? Возможен, но в нем будет грустно. Грустно причем всем, на самом деле. Потому что пауки, да и в целом паукообразные, они выполняют достаточно важную функцию. В первую очередь это регуляция численности насекомых. Вот. Если, допустим, по щелчку у Таноса, условно говоря, внезапно исчезнут все паукообразные, то через какое-то время мы заметим резкий приплод, резкое увеличение численности насекомых, других групп организмов, на которых, в принципе, и охотились вот эти вот пауки.
Также помимо хищничества есть еще и другие создания внутри этого таксона, внутри класса паукообразных. Это те же самые клещи. Несмотря на то, что клещи являются паразитами, среди них есть и непаразитические особи, непаразитические виды, свободно живущие. Это, допустим, почвенные клещи арибатиды. Если бы не их деятельность, у нас во многом почва стала бы страдать, грубо говоря. То есть сами вот эти клещи, они тоже являются пионерами почвообразовательного процесса, скажем так. Такой мир, на мой взгляд, в принципе, просуществует достаточно недолго. Либо же это будет очень сильный перекос в равновесии в самих экосистемах. Они каким-то образом как-то справятся сами под себя, но при этом нам будет вообще-то грустно, и, скорее всего, большей части видов других она вполне может быть из этого вымереть. Потому что здесь на самом-то деле непредсказуемы какие-то результаты могут быть, потому что все равно мы не знаем всего до сих пор, к сожалению. Но мы пытаемся. И в то же время, в том числе, они являются и пищей для других живых существ на самом деле. То есть они являются неотъемлемой частью пищевой цепи. Если эту цепь нарушить в любом из этих разделений, там же тогда пойдет эта система под, скажем так, откос. Вот. Но опять же, это получается как маятник. Сначала и отклоняется в одну сторону, затем отклоняется в той же степени в другую, но затем медленно это все утихает. В теории это примерно так выходит. Зачем нужно изучать животных? В животных мы находим решение каких-то определенных проблем, опять же. То есть, в первую очередь для нас животные это какое-то время были пищей давно. Со временем мы начали их изучать и начали выявлять какие-то очень полезные какие-то факторы. Допустим, те же самые вакцины, они были изобретены как раз благодаря тому, что тестировались на, скажем так, животных. Были выработаны лошадиные, получается, антитела от той же самой оспы, и, соответственно, оспу в этом плане победили. Это вкратце сказать. Животных изучают как раз для того, чтобы, грубо говоря, упростить нашу жизнь в этом плане. То есть если изучать животных, то мы можем найти определенные, допустим, какие-то белки, определенные вещества, которые необходимы. Можем выстроить какую-то сырьевую базу в этом плане, либо же можем с помощью определенных видов регулировать численность других, опять же, видов. То есть это с помощью биоконтроля в этом плане. На самом-то деле это такая достаточно распространенная практика и намного лучше, чем, допустим, обрабатывать пестицидами или химикатами какие-то территории. Потому что это не наносит вреда фону и фауне, а бывает только нацелено на каких-то определенных групп организмов. Есть еще другой вариант, то что животных мы изучаем, потому что открываем что-то новое в этой области, мы чему-то учимся у них, соответственно. Они являются у нас, можно так сказать, вдохновением в каком-то смысле. То есть мы всегда черпаем какое-то вдохновение у самой непосредственно природы. Поэтому здесь выполняет еще и какую-то эстетическую функцию, можно сказать. И, опять же, в целом, кто знает, может быть, то, что еще не исследовано, может быть, в этой области можем найти, опять же, решение каких-то определенных важных проблем. Какие исследования вы проводили? В рамках дипломной работы, когда я учился на биофаке, я задался вопросом, почему, когда начал читать литературу, я выяснил, что основная доля литературы, основная доля исследований приходится на, скажем так, поля. То есть на территории, которые находятся где-то далеко от поселения людей, где-нибудь допустим, в тех же самых особо охраняемых территориях, заповедниках, заказниках, либо же, грубо говоря, где-нибудь, в дикой природе. При этом это как-то почему-то не затрагивают города, почему-то не затрагивают территории, которые населены, скажем так, людьми. Хотя на самом-то деле, пауки, они такие создания, паукообразные, в принципе, они населяют практически везде всю сушу. В этом плане их разве что не встречают в Антарктиде. Хотя в полярных кругах парочка видов там встречается на самом-то деле. Этим вопросом я задался, почему все-таки фауна городов, скажем так, обходит стороной. И поэтому решил исследовать этот вопрос. То есть я начал, далеко не выходя, начал с города Алматы.
К сожалению, мой поток, получается, вынужден был выполнять дипломную работу именно в тот период, когда был самый разгар пандемии, все институты были закрыты, грубо говоря, все лаборатории. И в этом плане мне на самом-то деле повезло, потому что в моих исследованиях нужно было только ходить по городу и собирать, грубо говоря, самих пауков, наблюдать за них и так далее. Вот. Ну и, соответственно, в принципе, я начал изучать арахнофауну пауков города Алматы. И выяснил следующее. Взял несколько точек на территории города, где примерно одинаковые условия. Ну, то есть там растительный покров там примерно одинаковый, и температура, только разница только разве что в высоте может быть. Выяснилось, что пока что это предварительные данные, еще нужно проводить дополнительные исследования, но тем не менее, я выяснил, что если сравнивать эти территории по составу и по количеству тех или иных видов пауков, оказывается, что эти территории на самом-то деле сравнимы с островами. То есть, оказывается, изоляция здесь играет достаточно большую роль. Несмотря на то, что все везде одинаковые такие биотопы, везде одинаковые условия, тем не менее состав он может кардинально различаться. Где-то меньше 50% там совпадает. Что, в принципе, похоже и напоминает популяции, получается, видов на островных архипелагах. В принципе, в этом и заключалась моя дипломная работа.